всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный. Мы видели детский сад, который мы построили. Собираемся школу построить, и Жатая, есть определенное будущее, связанное с Жатайским судоремонтным заводом. Сегодня мы долго-долго ждали этого момента спуска судна, теплохода Жатайского завода. Много-много лет мы были в сомнении, что делать с этим заводом. Объемы как бы сокращались, какое-то отношение было сложное. Акционеры в этом плане как-то тоже по развитию не думали. Потом я обратился к президенту Российской Федерации. Вот мы с точки зрения участия контрольного пакета акций со стороны федерального правительства в лице Минтранса России не получаем поддержку. Дайте нам акции, мы сами будем управлять, сами будем командовать, сами будем управлять. Возьмем на себя ответственность. Вот такое предложение президент России поддержал. И мы получили свою акцию. После этого стали думать, как нам дальше жить. Вот, во-первых, мы приняли решение оздоровить ситуацию в самой компании. Была очень сложная ситуация. Года 3-4 назад, 5 лет назад, одни долговые обязательства, задержка зарплаты, сокращение объемов. И сегодня этот этап мы проходим. Была получена поддержка и банков, и правительство республики обращало внимание. И сегодня мы считаем, что компания набирает обороты. И соответственно, если речь идет об этом, то надо думать и о развитии. И мы приняли решение на базе судоремонтного завода Жатая построить настоящий завод. И мы разработали инвестиционный проект. И этот Жатайский судоремонтный завод сегодня находится уже по поручению правительства Российской Федерации, Министерства промышленности России, для того, чтобы получить деньги из фонда промышленности Российской Федерации, участие Дальневосточного фонда развития, и наших инвесторов, и само пароходство. И мы обязательно построим новый завод для того, чтобы заниматься и реновацией флота.